Здравствуйте! Сегодня 10 декабря, и мы проводим еженедельный брифинг, где разбираем текущую ситуацию с коронавирусом в районе и республике. С нами сегодня Хайртинов Рамиль Назимович, заместитель главы администрации по социальным вопросам, и Нуриева Гульназ Ришатовна, заведующий кабинетом медицинской статистики Центральной районной больницы. Как обычно, сперва даем слово Рамилю Назимовичу. Какова обстановка у нас сегодня по республике? Самые актуальные данные на этот час, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. Статистика развития пандемии коронавируса COVID-19 в Республике Башкортостан на 10 декабря 2020 года в Республике Башкортостан зафиксировано 15 560 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 94 человека, к сожалению, скончалось. Полное излечение от вируса на сегодня в Республике Башкортостан зафиксировано у 12 702 человек. Уровень летальности на сегодня составляет 0,60%. Плюс 148 новых случаев за последние сутки в Башкортостане. Умерло 1 человек. 1,03 коэффициент распространения коронавируса в Башкортостане. Ситуация с коронавирусом в Башкортостане характеризуется как стабильная, потому что достаточно серьезный запас коечного фонда. На этой неделе завершилось строительство еще одного инфекционного госпиталя в городе Стерлитамак. Начинается заполнение на следующей неделе. То есть появилось дополнительно 350 коек. Поэтому эта ситуация внушает определенный оптимизм, заявил глава республики Ради Бартевич Хабиров. Что касается вакцинации, Башкирия уже получила вторую партию вакцин 1200 доз. Ранее было 40. До Нового года республика ждет еще одну партию. С понедельника, 7 декабря, во всех школах республики возобновился очное обучение. Возврат учеников в школы стал возможен в связи с стабилизацией ситуации и распространением коронавируса инфекции в регионе. Напомним, школьники республики с 9 ноября, сразу после осенних каникул, находились на дистанционном обучении. Ради Хабиров поручил контрольному управлению главы Башкортостана проверить все школы региона на предмет соблюдения санитарных норм. Какова на сегодня общая ситуация по району? Слово Нуриевой Гульназ Ришатовне. Добрый день, уважаемые жители района. Общая ситуация по району на сегодняшнее число: всего подтвержденных случаев 236 человек, это плюс новых 16 случаев по коронавирусной инфекции. Выздоровели 207 человек, это плюс 21 новых выздоровлений за неделю. Процент выздоровления составляет 88%. На сегодняшний день 2 пациента находятся на стационарном лечении в инфекционном госпитале. Кроме этого, также 9 пациентов находятся с подозрением на коронавирусную инфекцию, также в инфекционных госпиталях. 29 человек района получают амбулаторное лечение по новой коронавирусной инфекции. Все они обеспечены бесплатными лекарственными препаратами и находятся на ежедневном динамическом наблюдении. Продолжается также забор проб на исследование коронавируса. Всего взято около 7500 проб, готовых результатов около 7000. На сегодняшний день 540 результатов находятся в работе. Переходим к вопросам. Если пациенту назначили забор анализа мазка на коронавирусную инфекцию, как правильно подготовиться? Исследование мазка действительно является у нас основным методом диагностики коронавирусной инфекции. Назначается он лечащим врачом, может назначиться фельдшером неотложного кабинета или фельдшерско-акушерского пункта. И назначается он, когда у человека есть первые симптомы респираторных инфекций. Если при правильной подготовке для забора этого материала намного возрастает шанс достоверности результата этого исследования, и поэтому существует несколько рекомендаций, которых нужно воздерживаться. Во-первых, мазок нужно сдавать натощак. Если это получается в дневное или вечернее время, за 3-4 часа до взятия мазка нужно воздерживаться от приема пищи и воды.
За 3-4 часа нельзя курить, использовать жевательные резинки, чистить зубы, использовать спрей-освежитель ротовой полости. Не менее за 3 часа до взятия мазка нельзя использовать также лекарственные препараты. Это все различные капли, спреи для горла, рассасывающиеся постилки и другие леденцы, лекарственные препараты. В день забора мазка также не рекомендуется промывать нос, полоскать горло антисептическими растворами. И также лечебные таблетки также не рекомендуется до проведения взятия биоматериала. Декоративную косметику также рекомендуется наносить после взятия биоматериала. И в день взятия мазка, конечно же, нельзя употреблять спиртные напитки. Это, наверное, можно после взятия. Спасибо. Как подготовиться к Новому году в условиях коронавируса? Как его отмечать? В этом году у нас подготовка к новогодним праздникам, к длительным выходным должно быть максимально безопасным. У нас Новый год считается семейным праздником, поэтому в этом году он еще больше рекомендуется отмечать праздник в кругу семьи, со своими родственниками, в принципе, кругу семьи и предпочтительно на свежем воздухе. Есть определенные также рекомендации, которых следует не забывать пациентам, людям вообще. И это вот рекомендации. Первое – это воздержаться от помещений с массовым скоплением людей. Это всевозможные корпоративы, встречи, какие-то еще мероприятия. В общем, необходимо воздерживаться от таких мероприятий в закрытых помещениях. Необходимо также воздержаться от поездок в гости, от множественных приглашений гостей на дому. Особенно это касается, когда среди родственников или среди друзей есть люди с симптомами ОРВИ. Может быть, перед приглашением или перед поездкой необходимо проговорить также этот момент. Имеются ли кто-то температурящий, кто-то с насморком или с какими-то другими симптомами, для того, чтобы вы уже знали, что необходимо воздержаться и лучше не ходить, а лучше подождать до выздоровления. Мы знаем, что вирусная инфекция у нас передается воздушно-капельным путем, поэтому если даже вы выйдете в места скопления людей, он также является небезопасным, поэтому в этих случаях обязательно нужно соблюдать масочный режим и соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра, не менее. Не забываем также надевать маску при посещении родственников, гостей, друзей. И если кто-то запланирует поездку за границу в это время, обязательно нужно учитывать, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, возможно, что будут вводить какие-то карантинные мероприятия. Это также нужно учитывать, если вы планируете выезд за границу. Что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусной инфекцией? Конкретно по пунктам. В первую очередь нужно вызвать врача. Я еще раз напоминаю, номер 56182 это для взрослого населения, 53107 это для детского населения. Это самые первые решения, которые вы должны принять. Есть звонки в нашу медорганизацию, когда вот уже начали получать СМС-рассылки. И они говорят, что вот у меня смс-ка пришла, обнаружено, что мне делать. Правильно, что вы позвонили, что вы довели информацию для того, чтобы мы могли вам назначить медицинского работника для динамического наблюдения и обязательный осмотр с выездом. Если у вас дома появился больной коронавирусной инфекции, и вообще эти рекомендации у нас касаются и тех пациентов, которые просто болеют гриппом или острыми респираторными инфекциями сезонными, конечно же, нужно в первую очередь изолировать больного в отдельном помещении. Если этого не позволяет, то необходимо соблюдать социальную дистанцию тоже 1,5-2 метра.
Уход за таким пациентом должен осуществлять только один член семьи. Обязательно воздерживаться от контакта детей, лиц пожилого возраста и членов семьи, которые имеют сопутствующие заболевания. Это сахарный диабет, онкологические заболевания, заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. Они должны ограничиться от контакта с больным. Необходимо часто проветривать помещение 2 раза в день. 2 раза в день нужно обрабатывать открытые поверхности дезинфицирующим средством. Необходимо при уходе за пациентом также надевать маску. Пациент тоже может надевать маску. Питание должно быть отдельным, с отдельной посудой, с последующей дезинфекцией. Необходимо часто мыть руки, обрабатывать руки также после каждого контакта с пациентом. Необходимо использовать также дезинфицирующие средства 2 раза в день при уборке помещений. И если кому-то необходимо будет оформление листка нетрудоспособности, вы можете позвонить по номеру 51724 и оформить дистанционно листок нетрудоспособности. Если имеются члены семьи, которые выписывают бесплатные региональные препараты по своим сопутствующим заболеваниям, рецепты можно также выписывать дистанционно. И последние рекомендации: это необходимо ежедневно измерять температуру тела 2 раза в день, следить за частотой дыхания, чтобы не было одышки, следить за общим физическим состоянием. Имеются у нас разработанные специальные чек-листы, по которым отмечается в течение 14 дней общее состояние членов семьи. Это вот как дневник. И там уже мы отмечаем ежедневное состояние, по которому мы можем дальше уже анализировать, как проходила у вас изоляция на дому. Хорошо. Гульназ Ришатовна, давайте еще раз напомним правила ношения масок. Масочный режим у нас не прекращался, он у нас еще действует до конца года, и на следующий год масочный режим будет поддерживаться. И постановлением главы администрации у нас также в районе введен масочный режим. Масочный режим у нас введен также в организациях, в нашей больнице масочный режим, и рекомендуется, как я уже говорила, в местах массового скопления людей. Маска, она зачем предназначена? Предназначена для того, чтобы вас защитить от инфекции, от возможных инфекций, которые могут вам попасть при контакте с окружающими. Для этого тоже существуют правила правильного ношения масок. Во-первых, маска должна плотно прилегать к лицу, рот, нос должны быть плотно закрыты. Имеются в некоторых масках вшитые крепления, их надо закреплять на спинке носа и плотно прижать к спинке носа, и также маска должна тщательно закрепляться. Если маска расправляется, необходимо складки расправить. И существуют у нас одноразовые маски, многоразовые маски. Одноразовые маски следует менять через каждые 2-3 часа, и они не подлежат использованию второй раз. Также их надо утилизировать как отходы, одноразовые маски, а многоразовые маски у нас могут обрабатываться моющим средством, мылом можно обработать, подсушить и обязательно дальше уже обработать утюгом с использованием пара. Нельзя прикасаться к маске руками, надо снять маску только через лямки крепления, которые установлены на маске. Если уже вы коснулись, необходимо также вымыть руки, обычным мылом можно, моющим средством. И использовать одноразовую маску необходимо как при уходе за пациентом, также при посещении помещений, особенно наших медицинских учреждений, для того, чтобы вы не подхватили инфекцию от окружающих и также не подвергли инфицированию окружающих, которые ожидают в зоне ожидания. Основные.
Все, спасибо вам большое. На этом сегодняшний брифинг завершается. Встретимся с вами в следующий четверг в 15:00. Желаем всем крепкого здоровья и всего доброго.